Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. И сянмесес дуслар, в эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». На дворе по-прежнему зима, а у нас на кухне горячо, потому что у нас в гостях народные артисты Республики Татарстан Ляйсян и Айрат Хаметовы. Встречаем! Сянмесес. Здравствуйте. Веселые, красивые. Люблю готовить с артистами. Мы пришли в гости к вам, да, и как обычно принято, пустыми руками не ходят в гости, поэтому ты свой подарок, я свой подарок. Несмотря на то, что прошел уже Новый год, хотелось бы, чтобы вот этот маленький Дед Мороз символизировал весь прошедший год и был символом Нового года. Хочу, чтобы он стоял где-нибудь у тебя на полочке. Спасибо, спасибо. Кстати, я принимаю подарки круглый год. Внимание. Да. Отлично, спасибо. А я подарю все-таки, как руководитель государственного ансамбля песни и танца, я хочу подарить книгу «История государственного ансамбля песни и танца». Тут очень интересно, тут позитив, тут история, тут, в общем... Ваши фотографии в том числе? Да. И наши Спасибо фотографии. большое. Как поклонник танцев, у меня и супруга тоже танцует, поэтому нам, думаю, вдвойне дома приятно будет полистать эту книгу. Бигзур Ахмед, спасибо. История Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан берет начало в 1937 году. Тогда при Татарской государственной филармонии под руководством Зулейхи Ахметовой создается капелла, впоследствии преобразованная в ансамбль песни, музыки и танца. Руководителем танцевальной группы стал солист Казанского городского оперного театра Юлия Мутко. В 1938 году ансамбль дает свой первый концерт. В военные годы коллектив создает несколько концертных фронтовых бригад, выступающих в тылу и на фронте. За активную пропаганду творчества народов СССР ансамблю в 1960 году присуждена премия имени Габдуллы Тукая, а в 1988 году коллектив был удостоен высокой награды звания Ордена Дружбы народов. Госансамбль песни и танца Республики Татарстан – лауреат многих всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Активно гастролирует не только в России, но и за рубежом. Является одной из визитных карточек Республики Татарстан. Какое блюдо будем готовить с семьей Хаметовых? Рассказывайте. Кто? Ты начинаешь или я? Говори. Дело в том, что мы всегда на гастролях, мы всегда в поездке, и иногда бывает так, после гастролей все, иногда друзья приходят быстренько к нам. Поэтому мы решили сделать Очень курицу. Быстрое блюдо. Курицу по-деревенски. Итак, название блюда мне нравится. Давайте приступим. С чего начнем? Начнем с того, что нам нужна посуда, та, в которой мы будем готовить. Ну, мы используем прозрачную термостойкую посуду обычно. Да, она замечательная. Похоже на телевизор. Да. Вот. Нам нужны теперь бедрышки курицы, которые уже готовы, я так смотрю, да? Много. Самые лучшие деревенские бедрышки сегодня собрались вместе. И это не случайно. Вот это вот дело сейчас папа у нас будет солить, перчить. И нужен нам еще чеснок. Ну, как всегда, вся грязная работа у меня. Да, самая грязная работа мужчинам. Так, соли. Айрат. Сейчас. Вот. Перчик. А это мы И помыли, чесночок, да. Все Она там, уже все помыто, все она халяль, уже все хорошее. готовая. Так, Ляйсян у нас чесночок режет. Да, я режу чесночок. Его это все очень быстренько. Мы вообще стараемся делать все вместе. Когда нам еще плюс ко всему помогают дети, это бывает вообще просто замечательно. Мы все прикасаемся к этому делу, поэтому... А мы люди гастрольные, поэтому когда порой мы приезжаем с гастроли и дома ничего не бывает, а дети ждут... Значит, дети сыты. Да, а дети ждут папу с мамой. Ну, у нас, как хозяин в доме тот, кто домой успел Прийти. пораньше прийти. Айрат, а вот скажите, все-таки столько лет вместе, насколько я помню, в прошлом году 20 лет, да, у вас был такой небольшой юбилей семейной жизни? Нет, не небольшой, а большой юбилей был у нас. Мы вдвоем его То есть, отмечали. видите, как для Ляйсяна это уже много. Для Ляйсяна это год за 2 идет. Айрат Ну, с у меня вами. год за 4, потому что... Папуль, ты все сделал? Да, я все сделал. Я добавляю сюда чеснок. Вот он сейчас это все перемешает Дело в том, что и разложит на противень. когда ты А в это время? А вы заметите, что она вас не слушает, да, Айрат? Ну, конечно. Я только комментирую. Ты не можешь, пока ее не остановишь. Это можно Дело в том, что когда два творческих человека живут в одном доме, говорят, что это тяжело. Но мне кажется, это наоборот хорошо, потому что общие интересы, общий взгляд на жизнь. И когда
твои флюиды, ее флюиды вместе как бы соединяется, получается какое-то творчество. И на протяжении 20 лет мы живем вместе и радуемся. И когда вот в постановках, в идеях мы вместе схожи, и вот это, наверное, самый интересный момент, потому что это все потом уходит на сцену, и зрителю это нравится. А все хорошие идеи приходят тогда, когда мы готовим кушать. Дорогие друзья, ждем сегодня хороших идей. Айрат Хаметов, народный артист Республики Татарстан, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Родился в Казани, 14 лет пришел в Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, где проработал артистом балета 20 лет. Айрат Хаметов окончил Казанский университет культуры и искусств, затем ГИТИС, где получил профессию режиссера-балетмейстера. Айрат Ринатович заведует кафедрой хореографии в Казанском государственном университете культуры и искусств. Ляйсян Хаметова, народная артистка Республики Татарстан. Родилась в Казани, окончила Уфимское хореографическое училище, Казанский университет культуры и искусств. Была солисткой Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В настоящее время является педагогом-репетитором по балету и художественным руководителем студии танца «Юлдаш» при Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан. Преподает на кафедре хореографии в Казанском университете культуры и искусств. У нас чесночок смешался с курочкой. Вы, кстати, достали картошку. Что мы с картошкой делаем? Мы ее сейчас будем нарезать. Так, вот вам терочка. Хорошо, спасибо. А вам, Руслан, я в свою очередь предлагаю Скушать лук. Режем, его да? нашинковать. Да. А я раскладываю. Давай. Правильно? Масло сюда не надо класть, в этом все преимущество. Айрат и Ляйсан, в принципе, вопрос вам обоим. У вас очень интересная история знакомства. Видите, ваше знакомство произошло во время вашего первого сольного номера «Башмачки». Вот расскажите эти чувства. Давайте немножко вот в историю идем. Ну, у нас помимо башмачков были еще и другие танцы, но просто это единственный танец, где он меня целует. Это была единственная возможность ко мне, так прикоснуться. Ну, как обычно. Как обычно. Ну, это был его любимый танец. Ну, мне, в принципе, он тоже был приятен. Да. Дело в том, что этот сюжетный номер поставлен Хаджи Тагировым. На протяжении многих лет и танцевали наши аксакалы. Вот уже... Его танцевала моя мама. Да, моя теща. И получилось так, что уже вот когда номер мы начали исполнять, он в «Крещенных татар» этот номер. И там, когда парень в башмачке, она в галошах танцует, а я ей дарю туфельки. И она одевает, галоши как бы убирает, а потом, уж когда я ее поцеловал, она обижается, мне туфли отдает, одевает свои галоши. И злая уходит. Злая как бы уходит, да. Был такой момент, я это никогда не забуду, то, что мы работали в Леногорске. Мальчики, вы стоять А будете? что Я не волнуюсь. Подождите, я уже представил, как вот этот номер. Ага, продолжайте. И в данный момент, то, что мы уже, когда вышли на сцену, начали танцевать, и в Леногорске крещеные татары стояли, и они нам сказали, говорят, а с крашенером, крещеным. Да-да, потому что я во время танца называл Леной, она меня там Андреем, и в общем так-то получилось. Вот видите, друзья, мы узнали дополнительные имена наших героев. Лена и Андрей сегодня на нашей кухне. Они же Айрат и Ляйсан. Что мы делаем? Складываем картошечку. Мы, да, чтобы немножко крахмал у нас отошел, чтобы Так. все вместе. Ну что, полукольцами или еще мельче? В принципе, этот момент на любителя. Если кто-то не любит ощущать лук в картошке в То не большом добавляйте. количестве, то не добавляйте. Но чесночок нужен. Картошечка у нас готова, лук Готова. готов. Курица там, где и надо. Да, я, наверное, вот это должен посолить. Да, тебе надо посолить и поперчить, Лук, Русланчик. А вот это это я возьму сейчас сюда, все это. Так, лук мы сыпем на нашу курицу На сверху. нашу курицу сверху, да. И, Русланчик, я забыла, надо... Вот тебе морковка. Морковка. Ее надо кругляшками нарезать. Тоненько, да. Тоненько. Так, вот в размер картошечки нашей. А. И она, в принципе, это тоже на любителя, кто любит, чтобы... Потому что есть, когда горчит, а есть просто для красоты. Вот я для красоты... Хватит. Хватит, да? Вот я больше для красоты, чтобы это, в принципе, когда лежал на тарелке, тоже чтобы это солить? было эстетично. тоже Да, это тоже солить. Ляйсан, а может вспомните пару случаев, вот столько лет вы вместе танцевали, что-то смешное было? Что у нас был такой один номер, когда мы всегда его исполняли, он был самый популярный, наша визитная карточка, делится меня подымал, он носил со сцены.
И зрителям это очень нравилось. Подождите. Я его 22 года Ляйсан поднимала. таскала на себе. Вот эту красоту. Да. Я его таскала очень долго. Потом он Поэтому уже... родила двоих детей. И у нас был момент, мы работали, я не помню в каком районе. Это я знаю, в В Высокогорском районе был старый, ну, скажем так, такой Ляйсан, надо клуб еще- старый, где не было занавеси, а была просто дверь, как вход на сцену и выход со сцены, одна только дверь. двери оттуда И, народ заходил. нет, и на ней висела такая занавесочка, ну, чтобы не видеть, как артисты раздеваются. И вот, а мы же все-таки актеры, я же не могу его поднять на себя и оставить его на сцене. Мне надо было его унести за кулисы, так называемые. Я пыталась, значит, прорваться вот в этот проем. Здесь сверху айрат. Да, наверху на мне айрат, и я его несу, а он, значит, краем глаза видит, что он впечатается сейчас в косяк двери, и он так вот держится за этот косяк, не дает. Я его рву туда, он держится за это, в итоге он схватается за эту гордину, она падает на него, он падает на меня, и мы вот в этой занавеске. И, в общем, зрителям больше понравилась вторая часть марлезонского балета, нежели... Уважаемые зрители, как всегда, татарская женщина много говорит, а вот я все делаю, Давай быстрее. Все быстрее Так, опять. Руслан, Давайте быстрее, ей уже хочется вас поднять и унести с кухни все в спальню. нет, мы же тут просто долго объявляли, что это очень быстро готовится. Руслан, вот это надо сейчас через терочку, Так. можно через крупную. Через крупную Да. терочку сыр. Сыр. Голландский. А я в это время буду взбивать 2 яйца и ложку майонеза. И Поэтому сыр тоже мы добавим в него. сыр мы добавим... Сейчас я вам все скажу. Сейчас все, Руслан, не торопись. Сначала мы это все Давайте приготовим. Давайте мы Айрат пытается каждую секунду вам помочь. конечно. Я добавляю сюда буквально ложечку майонеза. Ага, и все это перемешиваем. И все это просто, да, Вот аккуратненько. взбиваю. Вот вы сказали, что у вас есть 2 прекрасные дочери. Ну и, конечно же, нам не терпится узнать, они тоже пошли по вашим стопам, вот танцуют, или у них немножко другая направленность? Они пошли по нашим стопам, но у них другая направленность. Я правильно сказал, друзья, заметьте. Нет, знал. старшая дочь у нас сначала занималась хореографией, она и сейчас занимается танцами, но для себя. А вообще заканчивает театральное училище. А младшая тоже на 2-м курсе хореографического училища, и по чьим стопам это покажет только время. Ну, Поэтому, Айрат, но есть мечта вот у преемственность вас? поколений есть. Есть, да? Есть. Ну, чтобы вот, то есть, с кем были ваши дочери? Самое главное, чтобы были нормальными людьми, чтобы за них не было стыдно в этой жизни. И, ну, если они выбрали эту профессию, то ради бога, почему бы и нет, если им это нравится. Если не нравится, тогда мучиться не надо. Я всегда говорю, когда детей приводят куда-то, ребенок сам пришел или родители хотят? А если родители хотят, значит смысла нету. Если ребенок сам должен хотеть, желать, танцевать, петь, играть. Но, как правило, так случается, что родители всегда совершают те же самые ошибки, что совершали их родители. Мы тоже из-под палки старшую дочь заставляли ходить на фортепиано, и она у нас получила диплом юный виртуоз Татарстана. Да, а ребенку 9 лет. То есть я с ней сидела, гаммы туда-обратно, лучший ученик школы. И когда ребенок получил у нас этот диплом, она сказала так: мам, видишь, написано, я юный виртуоз. Тебе еще что надо? И после Убери, этого... продай фортепиано из дома. Да, и после этого она не прикасалась к фортепиано. Вот Бог даст, как он посчитает нужным, так и будет. Конечно, Мы конечно. свою судьбу не предугадаем никак. Может быть, поспособствуем чему-то, но решить за наших детей мы вряд ли что сможем. И не нужно. И не нужно. Дорогие друзья, мы продолжаем готовить очень простое блюдо в очень веселой компании. Уважаемые Айрат и Ляйсан Хаметовы, сегодня у нас в гостях. Хей! Что делаем дальше? А сейчас осталась заключительная часть. Практически мы сейчас это все заливаем 1 стаканом воды, Русланчик. Так, ну здесь примерно 1 стакан воды. Ну, вот так по всему периметру. Можешь прикоснуться к нашему блюду. Заливаем. Да. Айрат, Ну, наверное, все. нормально? Наверное, все, да. Чтобы она была в неком бульоне, чтобы она была сочная. За 10 минут до того, как приготовится у нас блюдо, мы
зальем вот это и посыпем сыром. То есть сейчас мы просто отправляем Сейчас наши мы блюда? просто берем вот такую Бумагу. бумагу, да. И чтобы у нас просто картошка не сгорела. Как вместо крышки. Можно фольгой. Ну, у меня вот бумага такая. И можно отправлять. Сколько мы держим ее? Вот минут 40, наверное. Но я через 30 минут ее уже... Съедаю, пока Ну, так, муж не чтобы, пришел. да. Ну, да, минут 40. С вашего одобрения, Айрат. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ну а сейчас, Ляйсан, Айрат, я предлагаю немножко овощей порезать, чтобы наше блюдо было вкуснее. Вот помидорчики. Это любит делать у нас Айрат Ринатович. Он Помогайте. безумно любит резать салаты. И вообще прекрасно готовит. Айрат, у меня к вам серьезный вопрос. Вы уже 9 лет являетесь руководителем государственного ансамбля песни и танца. Расскажите, вот чем живет ансамбль? Что интересного, что нового, какие проекты? Дело в том, что государственный ансамбль песни и танца на сегодняшний день очень много гастролирует, очень много ездит по Российской Федерации, за рубежом, делает новые проекты. Дело в том, что на сегодняшний день самое интересное то, что не только в Республике Татарстан, и в Российской Федерации, ну, конечно, за рубежом есть большой интерес к национальной культуре. И это радует. Радует, потому что в зрительном зале мы видим очень много молодежи. И вот еще раз повторюсь, что государственный ансамбль песни и танца на протяжении 75, уже 76 и 77 лет пропагандирует национальное свое искусство во всем мире. Конечно, мы радуемся. В том году вот мы давали сольный концерт в оперном театре в декабре месяце. У нас проект «Пост дружбы» знает зрители о том, что мы приглашаем именитые коллективы. В этот раз у нас в Калмыкии были. До этого мы отмечали юбилей именно в истории ансамбля первый раз. Давай, нет, я буду говорить и резать, потому что... Нет, Ляйсан, она на самом деле... Вот так с пальчиком. На, пожалуйста, тогда сама, если так хочешь. Хорошо. Да? А ты в это время вот чесночок с майонезом не сделай, пожалуйста. Зачем? Надо. Да? Как обычно. Вот, как обычно. Вот вам. Да. И поэтому ансамбль всегда востребованный не только в нашей республике, и в Российской Федерации, и за рубежом. Ну, вы же танцуете не только татарские танцы, да? У вас же вообще перечислите вот перечень танцев. В нашей программе не только, как правильно ты сказал, не только национальные танцы, но еще и танцы народов мира. Есть такая программа, есть именно посвященная... Вот для меня это очень важно, то, что в программе есть этнографическая группа татар, потому что она очень ценна для нашего народа, не только для нашего, а для знатоков и вообще для зрителей, потому что, чтобы знать, что такое касимовские, астраханские, бондюрские татары, вот это очень важно. И, конечно же, вот когда мы ездим за рубежом особенно, мы всегда стараемся привести какие-то очень интересные номера. Ведь еще у нас хоровая группа самая интересная есть. А хоровая группа у нас очень уникальная, потому что хор у нас танцующий хор. Папулечка, я сейчас у тебя и чеснок Серьезно? отберу. Это же хорошо. Понимаешь, когда ты говорил, я работал. Я говорю, ты работаешь. Ладно. И, да, у тебя чеснок, вот у тебя нож с двумя ножами, работа на полную катушку. Вот такая веселая семья, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях. Айрат и Ляйсан Хаметовой. Благодаря общим усилиям наша овощная тарелочка готова. И здесь небольшой соус, майонез с чесноком. Это рекомендация Ляйсан. Потому что Это вкусно. Ну а я с удовольствием открываю нашу духовочку. И мы сейчас будем заливать соусом картошечку с курицей и сыр, да, сверху? Ах, Нет, бумажечка осталась целой, заметьте. Осторожно, горячо. Ну, сейчас. Так. Вот это все мы засыпаем сыром. Сначала Для чего? сыр, Сначала осторожно. сыром, для того, чтобы сыр у нас не сгорел. Потом по всему периметру. а у вас, кстати, ну давайте все-таки все секреты откроем. Бывают какие-то противоречия? Вот вы хореограф, вы руководитель, когда ваши мнения не сходятся. Интересный вопрос, да? это самый главный Мы, вопрос. Руслан, ругаемся только дома и только по работе. У нас
как То есть- на семейные проблемы у нас времени не хватает. Поэтому у нас и семья работает, и дом, семья, у нас все вместе. Вот так аккуратненько я просто это все заливаю. Вот, и она аккуратненько все у нас с вами выпечется. Так. И И закрываем вновь в морду, да? карамелизируется. Нет, уже не надо. Итак, курица по-деревенски вновь отправляется в духовочку. Еще нам осталось подождать минут 15-20. И мы будем пробовать, ну, я так скажу, танцевальное блюдо. Раз вы представители государственного ансамбля песни и танца. Поехали, дорогие друзья. Открывайте духовочку, Ляйсан. Спасибо, открываю. Ай. Горячая у нас основа. И закрываем. Ждем, готовим вилочки. И аппетит у меня уже прям... Аппетит уже, да. Курица по-деревенски. Аул-ща-таук. Куриные бедрышки посолили, поперчили, добавили мелко нарезанный чеснок и оставили мариноваться. Тем временем нарезали тонкими пластами картофель, морковь, репчатый лук. В смазанную маслом форму для запекания выложили курицу и слоями овощи. Долили стакан воды, закрыли сверху бумагой для выпекания и поставили в духовку на 40-50 минут. За 20 минут до готовности достали форму из духовки, посыпали тертым сыром, залили заправкой из яиц и майонеза. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Дорогие друзья, хочу поделиться с вами небольшим секретом. Хотите, чтобы ваши блюда были вкусными и не подгорали? Используйте продукцию Кукмарского завода металлопосуды. Бренд Кукмара. Проверенное качество по немецким технологиям. Итак, финальный момент нашей программы. 3 городских жителя приготовили курицу по-деревенски. Я открываю духовочку. Ура! Ура! И она... Вот она. Ляйсан, давайте по совести, кому сколько с этого блюда. Русланчик, это Вот так мне, вот так вот Руслану. Держите. Я думаю, что здесь можно прям вот, Ну и вот пока таким Ляйсан у нас образом. разрезает наш, так скажем, пирог. Да-да-да, блюдо. пирог. Айрат, скажите, пожалуйста, вот у вашего ансамбля какие планы на 2014 год? Знаешь, самое интересное то, что ансамбль у нас едет на паре Олимпийские игры, Олимпиаду. В Сочи, в феврале. В Сочи, да, поэтому мы очень готовимся к этому. Уронила. Надеемся, то, что алла-верса, все будет нормально, все хорошо. Также у нас концерт в Москве, также очень много. Летом мы едем за границу, в Европу, поэтому... Но у вас получается, кстати, совмещать работу с отдыхом, да, вот, например, когда вы едете? Или все-таки... Нет, отдыхать мы ездим отдельно. То есть, Ну вот удивительно, отдыхать мы ездили первый раз в жизни отдельно. то есть Ну, не Айрат первый раз. отдельно, Ляйсан отдельно? Нет, А, имеется в От виду работы! свободное от а работы люди-то время. подумают, не знаю что, вы хоть уточняйте. Да, То есть ансамбль отдельно и вы отдельно. Да. Вот так вот, друзья. А Отдыхать у нас мы едем. картошка и курица вместе. Итак, бисмилляхи рахмани, пробуем блюдо. Курица по-деревенски. Мне кажется, после того, как я ее попробую, я научусь танцевать наконец-то. А мне кажется, я съем все. Мамуль, удивительно вкусно. Вкусно. Особенно, когда голоден. Очень вкусно. И быстро. Что могу сказать? Дорогие мои, Айрат, Ляйсан, действительно, прекрасное блюдо, которое пользуется успехом у всех. Его готовят часто и студенты, и абеляр, бабайлар, и взрослые, и дети, можно сказать, да? Вы не испортили, а наоборот добавили свою изюминку, и оно получилось вкусным, быстрым. На 5 баллов. Браво! Спасибо большое, молодцы. Спасибо большое. Дорогие мои, Айрат и Ляйсан, еще раз вам большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Приготовили это прекрасное блюдо. До новых встреч. Исанлык, саулык, байлык, шатлык. Ну и эксклюзивный кадр. Танцевальная семья сейчас для вас споет, я помогу. Тал бересі, талы бересі, тал бересі, талларда, талы бересі, талы бересі, талларда. Сандуға шүмәйтіп сайра, тиген яғым қайларда. Сандуға шүмәйтіп сайра, тауықларым Русланға. Здесь рахмет, смотрите нас, друзья, каждую неделю. Пока-пока. Сау болыңыз.
Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда.